Вечером 10 сентября по улице Мира двигалась колонна машин. Возле зебры легковушки притормозили, пропуская мужчину по пешеходному переходу. Неожиданно, пересекая сплошную линию разметки, автомобильную колонну с левой стороны объезжает «Лада Ларгус» без ближнего света фар. Человека сбили у меня на глазах. Сейчас вызываю скорую. «Лада» буквально пронеслась через лежачие полицейские, сбила человека и протаранила припаркованные на обочине автомобили. Очевидцы ДТП бросились на помощь пострадавшему, но только не виновник аварии. Молодой человек выбрался из искореженного авто и, как ни в чем не бывало, скрылся с места происшествия. Водитель с места происшествия скрылся, позже был установлен и задержан сотрудниками полиции. При этом было установлено, что водитель водительское удостоверение никогда не получал. При этом имелись визуальные признаки опьянения. Кроме того, документов на автомобиль он не предоставил. Позже было установлено, что автомашина ему не принадлежит, и он неправомерно ею завладел. И после чего еще совершил 2 административных ДТП, а затем уже произошел наезд на пешехода. Задержанный рассказал, вечером с соседом распивал спиртное. Затем, когда приятель уснул, молодой человек воспользовался моментом. Забрал ноутбук, куртку, в кармане которой лежали ключи от автомобиля, документы и паспорт потерпевшего. Ноутбук и паспорт оставляет у себя в квартире, выходит на улицу, садится в автомобиль, проезжает буквально 1 квартал и недалеко на соседней улице совершает ДТП. После задержания подозреваемый пояснил следствию, что на преступление он пошел только из-за того, что находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с тем, что ему нужны были деньги. Он осознает свою вину полностью признавал. Оказалось, 4 месяца назад подозреваемый освободился из мест заключения, где отбывал срок за кражу. По факту хищения ноутбука, паспорта, угона автомобиля, а также совершенного ДТП, в котором погиб человек, полиция возбудила сразу 4 уголовных дела. По каждому из них фигуранту грозит серьезный срок.